Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». У микрофона Елена Кустылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал банкиоренбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Розничный бизнес банка ВТБ и ВТБ-24 подвели итоги работы сервиса по оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. В 2016 году клиенты двух банков совершили около 285 тысяч операций по оплате штрафов на сумму более 400 миллионов рублей. Общий объем экономии за счет средств внедрения сервиса оплаты с 50% скидкой достиг 130 миллионов рублей. Норма, позволяющая оплачивать со скидкой 50% административные штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения, действует с 1 января 2016 года. Это правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня внесения постановления о привлечении к административной ответственности. В ВТБ-24 онлайн, а также в интернет и мобильном банке розничного бизнеса ВТБ функционал, позволяющий оплачивать штраф со скидкой, был реализован в марте 2016 года. За 10 месяцев прошлого года более 20 тысяч клиентов розничного бизнеса ВТБ воспользовались сервисом по оплате штрафов ГИБДД. Общее количество проведенных операций в интернет и мобильном банке превысило 130 тысяч, а объем – отметку в 300 миллионов рублей. Большинство клиентов, около 70%, оплатили штраф с 50% скидкой. Это позволило им сэкономить порядка 80 миллионов рублей. Ника Банк предоставляет возможность получить кредит субъектам малого и среднего предпринимательства при недостаточности залогового имущества. Банк выступает партнером некоммерческой организации «Гарантийный фонд» для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области. До 50% суммы получаемого кредита возможно обеспечить поручительством Гарантийного фонда Оренбургской области. За более подробной информацией об условиях предоставления поручительства Гарантийного фонда можно обратиться в офис банка на улице Правды. Состоялась рабочая встреча председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева с председателем правительства Чеченской Республики Абубакаром Эдельгериевым. Стороны обсудили возможность участия банка для реализации ряда значимых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса региона. В частности, глава правительства республики представил проекты строительства крупного тепличного комплекса, второй очереди молочного кластера, овощехранилища и хранилища плодоовощной продукции, а также реконструкции пищеперерабатывающего предприятия. Данные проекты относятся к приоритетным в регионе и направлены на обеспечение населения Чечни здоровой, экологически чистой продукцией местного производства. Общий объем кредитных средств, который Россельхозбанк может предоставить на их реализацию, превышает 5 миллиардов рублей. Как отметил в ходе встречи Дмитрий Патрушев, Россельхозбанк в прошлом году направил на развитие экономики Чеченской Республики более 5 миллиардов рублей, в том числе более 3,5 миллиардов предоставлено на поддержку агропромышленного комплекса. Банк продолжит наращивать объемы кредитования АПК республики, а также предприятий других отраслей экономики и населения региона. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.